А вот все общение с ним – это абсолютный патриот Абхазии. Он отдал свою жизнь Абхазии, он всегда жестко отстаивал интересы Абхазии, но при этом он был настоящим другом России и абсолютным сторонником такого стратегического братского партнерства между нашими странами. С точки зрения моих личных ощущений, знаете, две, наверное, особенности. Первое, он был человеком без второго дна. Вот совсем без второго дна, да? Политика, она же, там много слоев, да? И ты привыкаешь к тому, что у человека, который в большой политике, надо там искать второе дно, потом третье, потом четвертое. А Владислав Григорьевич, не было у него второго дна. Он мог быть жестким, он мог быть очень жестким, но он был очень открытым. То есть, если он не согласен, он говорил, почему он не согласен. Если он занимал жесткую позицию, не надо было догадываться по косвенным признакам, почему и что ему не нравится. Он говорил, что ему не нравится, объяснял, почему. Интриги не было. Вот просто совсем не было интриги. А второе, тоже такое личное ощущение, он умел очень увлекать. Ты с ним разговариваешь, и ты незаметно, ты уже, да, ты как-то уже в его эмоциях, ты уже... В орбите Василия Григорьевича. Да, ты уже как-то чувствуешь, что то, о чем он мечтает уже, и ты об этом мечтаешь. И мне кажется, что я понимаю, почему это происходило. Ведь эмоции – это такая штука, которая от человека к человеку передается только методом заражения. Оно по-другому не работает. Да? Для того, чтобы передать мечту, надо мечтать. Для того, чтобы передать любовь, надо любить. Для того, чтобы передать чувство патриотизма к своей стране, надо быть по-настоящему патриотом. Чтобы передать веру, надо верить. Вот Владислав Григорьевич на самом деле умел и любить, и мечтать, и верить, и делал это так ярко, что заражал этим всех окружающих. Вот у меня это ощущение есть по сей день.